Всем доброго времени суток. Прошу прощения за то, что пропал на месяц, но у меня на это были свои причины. Также хочу выразить благодарность Тиназу Сейлханову за финансовую поддержку, который отправил денежные средства на Каспий Голд. Очень приятно. Сегодня я начинаю новую рубрику «Инвестиции по-казахски» для повышения финансовой грамотности населения и ознакомления фондовым рынком. Для начала объясню, почему вообще важно заниматься инвестированием, а потом уже покажу, какие акции я уже купил, и покажу процесс покупок новых акций, параллельно высказывая свои мысли вслух. Если интересно, подписывайтесь на канал, лайкайте и занимайтесь инвестированием вместе со мной. Но помните, я не являюсь финансовым консультантом и не даю советы, так как я, как и любой смертный человек, могу ошибаться. И я все риски принимаю и готов во всеоружие. А теперь я начну рассказывать, почему важно заниматься инвестированием и почему это выгоднее всего делать на казахстанской фондовой бирже. Из всех видов человеческой деятельности, которые создают реальную стоимость в виде материальных, интеллектуальных или финансовых активов, инвестирование является особым типом бизнеса, позволяющим говорить даже о некоторой его исключительности. Эта исключительность связана с тем, что в отличие, например, от реального бизнеса, создающего стоимость здесь и сейчас, то при инвестировании происходит перенос возникновения ценности в будущее время. Конечно, машина времени тут не применяется, хотя, может быть, в чем-то был прав Герберт Уэллс, великий американский писатель, фантаст начала 20 века. Ибо время – это самый дорогой актив, за который большинство готово отдать, если не все, то многое. Если же говорить более предметно, то в действительности все обстоит на самом деле гораздо проще, чем это представляется. Все дело в том, что начиная чуть ли не с самого начала человечество как система постоянно расширяется, что количественно, что качественно, что территориально. Сей факт, собственно, и обуславливает то, что с каждым будущим периодом будет становиться все больше потребителей питания, товаров, услуг и всего прочего. Естественно, такой процесс не может продолжаться до бесконечности, ибо любая система рано или поздно начинает реформироваться, и количественный фактор будет переходить в качественный, что уже и происходит. В этом и состоит суть инвестирования как процесса, чтобы использовать время для создания стоимости в будущем, которая будет многократно превосходить то, что есть в настоящем. Я расскажу о том, что значит инвестирование и в прошлом, и в наше время, какие секреты этой очень интересной деятельности существуют и почему нужно инвестировать независимо от того, какие начальные или стартовые материальные ресурсы имеются у начинающего инвестора. Причина первая – увеличение вложенного капитала. Несмотря на то, что прибыль от вложенных денег можно получить разными путями, начиная от того, что долго и упорно трудиться на наемной работе и заканчивая занятием каким-либо бизнесом или просто получить наследство от богатой бабушки в Америке, эти способы проигрывают инвестированию в самом главном, а именно в том, что на все это человек тратит самое ценное, что у него есть и что уже никогда не будет – время. Инвестор же, в отличие от всех видов человеческой деятельности, обращает это самое время в свою пользу, позволяя деньгам высвобождать его от траты этого стратегического ресурса. Сэкономленное таким образом время, которого человеку отведено не так уж много, можно использовать с гораздо большей пользой, например, совершенствовать свои духовные и интеллектуальные способности, выучить китайский язык, познать красоты мира, путешествуя по джунглям Амазонки, воспитать детей, сделать много доброго другим людям и так далее. Время как фактор стоимости приобретает для инвестора совсем другое измерение, которое сильно отличается от обычной повседневной жизненной рутины. Таким образом, человек, жертвуя настоящим сиюминутными потребностями, получает взамен гораздо больше. Столь, казалось бы, умозрительное описание инвестирования имеет вполне реальное и практическое подтверждение.
Стоит только обратить внимание на успешных инвесторов современности: Илона Маска, Марка Цукерберга, Уоррена Баффета, Джорджа Сороса и многих других. Причина вторая. Инвестирование – это создание самовозрастающей стоимости. Любой актив имеет цену и свою стоимость, однако при инвестировании имеет приоритетное значение именно стоимость, которая, в отличие от цены, менее подвержена конъюнктурным и кратковременным изменениям. Стоимость – это то, что способно приносить благо как сейчас, так и в будущем. А уж какую за это платит покупатель или продавец, это скорее вопрос текущего времени. Так вот, инвестируя в то, что может увеличивать, в том числе и с помощью сложного процента, свою стоимость в длинной временной перспективе, и есть самый важный секрет инвестирования. Однако не всякая вещь, актив имеет такую стоимость. Как правило, это относится к таким определениям, как безопасность, необходимость сохранения капитала и так далее. Например, если взять недвижимость как инвестиционный актив, то, естественно, его основная стоимость определяется тем, что жилище есть фактор безопасности любого человека. Не будет обеспечена эта потребность, не имеет смысла говорить о других, но разве что индийским кшатриям жилье не нужно по определению. Если взять для наглядности график стоимости жилья за период более чем 100 лет в Америке, то видно, что наиболее активная восходящая динамика роста стоимости недвижимости началась в послевоенные годы. Это связано с таким явлением, как происходивший в Штатах настоящий бэби-бум, и была запущена ипотечная система. Понятно, что этот процесс не имеет характер плавно возрастающей прямой и что были кризисы на рынке жилья, но очевидно одно, что этот процесс будет идти до тех пор, пока есть прирост численности населения. В данном случае само воспроизводство стоимости происходит как в номинальном выражении растет спрос, растут цены, так и в том, что воспроизводится вложенный капитал через аренду жилья, возможность получения под него закладных и так далее. Причина третья. Инвестирование – это защита капитала от инфляции. Инфляция или обесценение денег происходило всегда и даже в древние времена, когда в каком-нибудь царстве, государстве уменьшалось золотое содержание монет или золотые менялись на серебряные или вообще на медные деньги. Примеров тому бесчисленное множество, начиная от времен царя Соломона, когда серебро вообще не считалось ценностью, или временами Екатерины II, когда в России появились первые бумажные деньги – екатеринки, и в губерниях вспыхивали медные бунты. Чтобы защитить свои капиталы от обесценения, рост стоимости активов всегда должен превышать как минимум на 1% уровень инфляции. В качестве примера такого защитного актива является, конечно, золото, и несмотря на то, что сейчас о нем немного забыли, вскоре оно снова напомнит о себе, как это уже было и 50, 100 и более лет назад. Причина четвертая. Возможность получения пассивного дохода. Такую возможность, при которой капитал, вложенный раз, дает возможности жить на доходы, получаемые от него, может дать только инвестирование. В отличие, например, от сказочного героя Емели, который только мечтал о подобном лежа на печи, но не прикладывал к этому усилий, то для того, чтобы заставить инвестированный капитал работать на себя таким образом, нужно не только работать головой, но и интересоваться, где и какие возможности для эффективного приложения денег имеются. В большинстве случаев люди стараются идти по простому пути, относясь свои деньги на банковские депозиты, надеясь таким образом обеспечить себе спокойное существование. В целом такой подход оправдан, если имеется несколько важных условий, как-то, например, стабильность и надежность банковской системы, отсутствие угроз периодической девальвации валюты, а то и простой экспроприации в пользу кого-нибудь. В этом отношении инвестирование, например, в акции компании, причем в различных частях света, более предпочтительный вариант, поскольку дает инвестору возможность не только получить будущую стоимость в виде роста цен акций на рынке, но и получать дивиденды, которые некоторые компании успешные всегда щедро платят своим акционерам. Причина пятая. Свобода. Да, именно таким простым и емким словом можно обозначить причину, почему следует инвестировать, ведь кроме материальной финансовой
финансовой независимости главное, что дает инвестору его деятельность, это свободу выбора и принятия решений. Конечно, это влечет за собой немало ответственности, но все же стоит попробовать быть свободным и ответственным, чем ни за что не отвечающим рабом, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь, как я и обещал, перейдем к более конкретному, то есть к моему инвестпортфелю. Сперва покажу, какие акции я уже купил, а потом совершим дополнительные покупки. Надо оговориться, что я позиционирую себя долгосрочным инвестором, и именно поэтому нынешняя ситуация с рынком меня не особо сильно напрягает. Первое – это фонд казахстанских голубых фишек. Это первый в истории ETF на акции казахстанского рынка, выпущенный по английскому праву. Он обладает фундаментальным для всех продуктов линейки Finex ETF свойством надежностью. Фонд выпущен в Ирландии, мировом центре создания ETF. Активы надежно хранятся и управляются глобальным лидером банков Нью-Йорк Меллон, который на сегодняшний момент носит звание «Лучший банк Кастодиан». ETF на индекс КС включает в себя акции 7 крупнейших компаний, обращаемых на казахстанской фондовой бирже, таких как Банк Центркредит, Народный банк, Казахтелеком, Киселл, Казминералс, Казтрансойл, Кигок. Общая капитализация данных компаний 3 944 миллиарда тенге. Годовая динамика индекса по итогам 2017 года 59%. Данным бумагам присвоен тикер IEFXPF. Торги по ним будут проходить в секторе ценные бумаги инвестиционных фондов. В данном секторе представлены 7 инструментов, в том числе PAI SPDR, S&P 500 ETF Trust, которые ранее были успешно листингованы компанией Freedom Finance. Следующая акция компании Сбербанк Россия. Тикер вы видите на экране. Сбербанк – самый крупный банк России, а еще недавно Сбербанк купил Яндекс.Деньги, что в будущем может принести хорошие доходы компании. А если говорить по существу, то компания вполне себе устойчивая и сильная. Кстати, они не отменили дивидендные выплаты. Следующая компания – это Казтрансойл. Казтрансойл является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок и на экспорт. АО «Казтрансойл» включен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий. АО «Казтрансойл» является собственником крупнейшей в Республике Казахстан системы магистральных нефтепроводов, совокупная протяженность которых составляет 5378 километров нефтепроводов. 25 декабря 2012 года на казахстанской фондовой бирже начались торги на вторичном рынке простыми акциями АО «Казтрансойл». Казтрансойл стал первой компанией, разместившей свои акции в рамках программы «Народное IPO». В ходе подписки простые акции АО «Казтрансойл» приобрели 10 накопительных пенсионных фондов и 33 989 граждан Республики Казахстан. Объем заявок в 2 раза превысил объем размещения. С 1 февраля 2013 года простые акции АО «Казтрансойл» включены в представительский список акций для расчета индекса КСЕ. Следующая компания Халықбанк. АО «Народный банк» – крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 95 лет. Входит в группу «Халық», осуществляющих банковскую, страховую, брокерскую и лизинговую деятельность на территории Казахстана, Киргизии, России, Грузии, Таджикистана и имеет наиболее широкую представленность в странах региона. Центральный офис находится в городе Алматы, является агентом правительства РК по выплатам пенсий и пособий через свою филиальную сеть. А самое главное – платит дивиденды. Компания Кигок. Акционерное общество казахстанской компании по управлению электрическими сетями Кигок создано в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года. Общество осуществляет следующие виды деятельности. Первое – оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, эксплуатационное обслуживание оборудования национальной электрической сети, оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребление электрической
электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства потребления электрической энергии, оказание системных услуг по организации балансирования производства потребления электрической энергии, осуществление финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг, взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы, регулирование и резервирование электрической мощности. Казминералс – крупнейший производитель меди в Казахстане, медидобывающая компания с высоким потенциалом роста, ориентированная на развитие масштабного низкозатратного производства карьерного типа. Операционная деятельность группы. Ақтоғай – рудник открытого типа в Восточном Казахстане. Бозшакөл – рудник открытого типа в Павлодарской области. 3 рудника в Восточном Казахстане: Артемьевский, Орловский, Иртышский. 2 обогатительные фабрики в Восточном Казахстане: Николаевская, Орловская. Медно-золотой рудник Базымчаки в Кыргызстане. В 2019 году общий объем производства меди составил 311 тысяч тонн. В качестве попутной продукции произведено 201 тысяча унций золота и 3 миллиона унций серебра и 38 тысяч тонн цинка в концентрате. В январе 2019 года группа приобрела медный проект «Паимская» в Чукотском автономном округе Российской Федерации. Паимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания крупномасштабного низкозатратного горно-обогатительного комплекса по производству меди на базе рудника открытого типа. Новые производственные предприятия группы Ақтоғай и Бозшакөл обеспечили самый высокий показатель производственного роста в отрасли и преобразовали Казминералс в компанию в ресурсном профиле, которой преобладают рудники открытого типа мирового класса. Ну вот, как вы видите, у меня в портфеле есть 47 тысяч тенге. И на эти средства я хочу сегодня совершить 2 покупки, а именно акции компаний Intel и Coca-Cola. Это делается для того, чтобы обеспечить высокую диверсификацию портфеля. Эти акции котируются в долларах, а это еще дополнительная валютная диверсификация. А еще это диверсификация по отраслям. То есть Intel это технологический сектор, а Coca-Cola это потребительский сектор. Итак, даем приказ на покупку одного акции компании Intel. Все, сделка совершена. А теперь покупаем акцию компании Coca-Cola. Все, теперь у меня больше нет свободных средств, осталось лишь копейки. Оставлю эти деньги до следующего пополнения счета. И тогда куплю акции компании Казахтелеком и Freedom Finance. Ну, я так планирую. А вы решаете для себя сами, предварительно взвесив все риски, все за и против. Повторюсь, что я на этом канале не даю никакие инвестиционные советы. Я просто показываю, что я делаю со своим инвест-портфелем. Я чуть не забыл сказать, почему инвестирование через казахстанскую биржу выгоднее всего. Причина понятная, возможно банальная. Дело в том, что граждане Казахстана освобождены от налогов на прибыль, если они совершают сделки на казахстанской фондовой бирже КАСЕ. На этом у меня все. Надеюсь, что вам было интересно и познавательно. Желаю вам финансовых успехов.